сталь, которая является как бы неким тотемическим материалом для генсека. Я пытался найти какие-то корни в сталинском происхождении. Довольно широко распространено мнение, и, в общем, он не встречает серьезных возражений об осетинском происхождении Сталина. Сталин был осетин, по всей видимости. Ну, скажем, фамилия Джугашвили происходит, как считает Марк Кипнис, израильский исследователь, от фамилии там, Джугаев, искаженный Дзуг. Дзуг — это стадо, Атара — стая. Неважно, его отец был, несомненно, осетинского происхождения, потому что он был из Кахетии, которая была насквозь проосетинена в тот период, был из крепостных. Его предки были князья Осетиане, то есть осетиновы. Там очень много костных. Мандельштам это знал. Широкая грудь осетина. Да, разумеется, Мандельштам об этом слышал, ибо все говорили тогда. Все, буквально. Ну, это слухи всегда ходили. Да, все говорили о том, что он осетин. Почему это важно, интересно? Осетины потомки скифов, скифско-аванских племен, то есть потомки выходцев северного Ирана. На этом основании Бертранд Рассел, кстати, сравнивал Сталина с персидскими царями. Так вот, интересней всего в данном контексте эпос, осетинский эпос, который становится потом эпосом всех народов Северного Кавказа. Это так называемый нардский эпос. Главным героем, да, нигде в мире, хочу подчеркнуть, нигде в мире нет такого культа стали и железа, ни в одном мифологическом комплексе мира, пока Европа точно, такого культа стали и железа, как на Северном Кавказе, прежде всего в Осетии. Там кони пьют расплавленную сталь, едят железную руду, ищут ее по горам. Ребенка покоят железной колыбели и так далее. Там герои выкованы из стали. Есть такой герой Батрас, там Хамыц, есть такой, который стальными усами протыкает своих там, ядовитых жаб и прочее. Кавказ, Северный Кавказ в смысле необычайно интересен своей могучей какой-то реликтовой стороной. Там главные культовые формы поведения — обман, предательство, яд, коварство. Я не говорю о реальных кавказцах. Я говорю о том эпическом субстрате, который свойственен любому древнему фольклорному сознанию. На Кавказе он просто уцелел дольше. Так вот, Батрас не подходит для нас, ибо Сталин питал ненависть к небу, очень интересно. Не могу касаться этого, опять в книге об этом очень много. Сталин небо всегда выступает в отрицательном контексте почти. Всегда культ земли у него есть такой. Антей не зря упомянут у нас на пленуме. Кто же этот герой? Батрас не подходит, Батрас небожитель. Есть один герой осетинского нардского эпоса, главный герой всего северокавказского эпоса, важнейшая, центральная фигура. Сасван Стальной, называемый. Происхождение его таково. Его мать, Сатана, родилась из трупа женщины, оскверненной небожителем. Пластырджи такой. Он Святой Георгий, местный вариант. Вот. Она была прекрасна, коварна, умна, жестокая, прозвище хозяйка постоянная у множества народов Северного Кавказа. Она отличается светлой кожей, светящейся во тьме. Эта кожа часто помогает своим свечением найти дорогу во мраке. Вот. Однажды Сатана обнажилась у реки, прекрасная злая Сатана обнажилась у реки, и с предположенного берега увидел некий безвестный пастух. Пастух, увидев его, возжелал и спустил семя, оно упало на камень согретой Сатаны, и из камня родился мальчик Сасван. Сасван Стальной. По одним версиям он был ледяным, по другим раскаленным. И кузнец Курдавагон, такой очень важный персонаж нардского эпоса, выковал с ног до головы всего сталь, только оставив ноги не выкованы. Обычно частый мотив в фольклоре. Указывающий на змеиные. И ледяной, и раскаленный. Да. Вот. Сасван ведется очень интересно. Его не любят остальные нарты, богатыри, герои этого эпоса. Называют его сыном блудницы. Говорят о его незаконном происхождении. Биография практически скопирована. Он внешне изумительно похож. Он коренаст, широкоплечий, железными глазами, широкими ступнями, пораженные ноги вообще у него. Сталин хочет напомнить о сталинских ногах, оставшихся пальцев ног и так далее. Бог с ним. Тут интересны другие мотивы. Значит, его называют врагом нартов. Он, более того, он заманивает их в ледяную ловушку и сам же спасает. Он казнит своих друзей нартов, и нарты решают от него избавиться. Он страшен. Он убивает своих. Его заманивают. Колесо Балсага, такой очень интересный мифологический образ, перерезает ему голени, и он его закапывает под землю. Стоит под землей, и там, из-под земли, он рвется наружу, пытается восстановить жизнь, он тянется к жизни, к свету. Я бы вырвал глаза своих врагов и восстановил на земле справедливость, говорит он в этих версиях. Это популярнейший герой. Почему это для нас важен? Тут даже не только внешнее сходство интересно, но и даже какие-то биографические детали. Сталину переехал многих фаэтон в детстве. Бог с ним, мог укрепить какие-то его расположения к этому опыту. Ну вот как дальше работает эта модель у Сталина. Свою дочь он называет Светлана.
Я не знаю ни одного другого случая, когда бы в ЦК кто-нибудь называл свою дочь Светлана. Жуковского он явно не читал. Я его не Жуковского. Ее постоянное прозвище. Помнит кто-нибудь? Сатанка-хозяйка. Сатанка почти всегда. И только после смерти, после самоубийства Надежды Аллилуевой, которая сама была с Кавказа и знала его фольклор, он меняет это прозвище на Сетанка, чтобы, видимо, не обижать девочку, не будировать ее. Она остается Сетанка-хозяйкой. Вот Сетанка-хозяйка – это постоянное прозвище, максимально близкая форма к сатанке, к сатане-хозяйке. Постоянно устойчивая форма. Он называет ее очень долго так. Она думала, что он обыгрывает ее детское имя. Светлана-хозяйка. Это закрепилось навсегда. Стали работать ассоциативными ходами, такими ближайшими. Он ассоциирует себя со Сваном Стальным самым тесным образом. Я встречал уже возражение, раз он знал осетинский нардский эпос. Прекрасно знал. Еще в школьных библиотеках в 80-е годы, 90-е, хранились трехтомные классические осетинские этюды Всеволода Мюллера. Газета «Кавказ» постоянно рассказывает о эпосе. Он был, собирался, его продолжали собирать еще в начале 20 века, и позже гораздо, у Сталина на родине. И вот недавно мне подсказал Леня о том, что вот в начале этого года у Абаева, профессора Абаева, крупнейшего в мире специалиста по осетинской мифологии, еще по северокавказской, брали интервью, ему вспомнилось 100 лет, его спросили, почему его, собственно, не посадили, и это прозвучало в нескольких, я знаю, его текстах. Он сказал, потому что Сталин меня спас, Сталин был очень внимательным читателем моих сочинений. Сталин прекрасно знал этот материал. Не надо недооценивать. Кстати, это оказалось лейтмотивом и празднования столетия Абаева и его похорон. Эта фраза вдруг совершенно неожиданно стала вот стандартной такой за последние вот полгода. А что касается психологического кавказского субстрата, вот типичный другой пример. Это другой герой Кавказа.